Добрый вечер. В эфире информационный выпуск «Амшик Пшара». Я и мои коллеги расскажем о самых важных событиях сегодняшнего дня. Коротко о темах в сегодняшнем выпуске. В посольстве России в Абхазии по случаю Дня дипломатического работника прошло памятное мероприятие. Благотворительный фонд «Баракят» объявил сбор средств для семьи Цвижба, у которых утром 7 января сгорел дом. На фасаде дома номер 43 по улице Фазилия Искандера в Сухуми будет установлена мемориальная плита памяти писателя. В Доме творчества города Гудаута открылся экологический кабинет. Об этом наш репортаж. В посольстве России в Абхазии по случаю Дня дипломатического работника прошло памятное мероприятие. В этот день в посольстве вспоминают погибших в 2013 году в Сухуми российского дипломата Дмитрия Вишернева и его супругу. Почтить память дипломатов пришли спикер парламента Лаша Ашуба, руководитель администрации президента Бисалом Кварчия, министр иностранных дел Инал Артенба, министр экономики Кристина Озган, вице-премьер-министр финансов Владимир Дылба, секретарь Совета безопасности Сергей Шамба. Чрезвычайный полномочный посол России в Абхазии Михаил Шургалин в своем выступлении отметил, что гибель семьи Вишерневых – наглядный пример тому, что дипломатическая служба сопряжена с опасностью даже в мирное время. По традиции, к сожалению, печальной, но тем не менее уже ставшей традицией, мы вспоминаем в этот день тех, кто отдал свои жизни, находясь на дипломатической службе. В центральном здании Министерства иностранных дел на Смоленской площади, в высотном здании, есть большая доска, где перечислены многие погибшие. Традиционно туда возлагаются цветы. Наше посольство в том числе поместило здесь вот на здании памятную табличку. Имена Дмитрия Вишернева и его супруги выбиты также и на той табличке, которая находится на первом этаже высотного здания Министерства иностранных дел. Помним, скорбим, и эта память навсегда останется у нас как пример самоотверженного отношения к делу. Господин посол, уважаемые сотрудники посольства, уважаемые коллеги, хочу от всей души поздравить с этим важным днем, который предстоит завтра, День дипломатического работника Российской Федерации. В это сложное, непростое, турбулентное время хочу пожелать стойкости, продолжения профессиональных успехов. Сегодня фундаментальные изменения происходят в международной системе, в системе международных отношений. Идет специальная военная операция, нацеленная на восстановление глобальной справедливости. И, конечно, огромную роль играют российские дипломаты. Хочу пожелать вам всего самого доброго и успехов в работе. Сегодня мы отдаем дань памяти российским дипломатам, которые ответственно и самоотверженно выполняли свой долг перед Родиной, перед Российской Федерацией. Вечная память. Министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут встретился с делегацией МВД России, которая прибыла в республику по его приглашению. Во встрече принял участие представитель МВД России в Республике Абхазия Сергей Галенков. Все подробности в материале пресс-службы МВД. В Республику Абхазия по приглашению министра внутренних дел генерал-майора милиции Роберта Киут прибыла делегация Министерства внутренних дел Российской Федерации. Во встрече принял участие представитель МВД России в Республике Абхазия Сергей Галенков. Министр Роберт Киут тепло поприветствовал зарубежную делегацию и выразил слова благодарности за участие в мероприятии. Генерал-майор Киут отметил, что успешно развивается межведомственное взаимодействие по таким приоритетным направлениям, как борьба с международным терроризмом, трансграничной преступностью в сфере незаконного оборота оружия и наркотиков, а также розыск преступников. Очень рады вас видеть. На самом деле, как знаете, такой повод хороший, как говорится, встретиться, всем нам обсудить и подытожить, в принципе, нашу работу, которая не так давно в ранге министра, но в то же время у нас уже сформировались очень тесные
взаимоотношения, особенно с управлением международного сотрудничества, где у нас есть полное практически понимание о планах и намерениях в целом развития наших отношений. И хотел бы поблагодарить и присутствующих участников непосредственно руководства за оказываемую постоянную помощь и понимание необходимости на самом деле по многим вопросам, которые обсуждались у нас в рамках прошлого года. Там были финансовые вопросы, там были хозяйственные вопросы, вопросы взаимодействия с ведомствами непосредственно нужны нам. Заместитель начальника управления международного сотрудничества Министерства внутренних дел Российской Федерации, полковник внутренней службы Вячеслав Севрюков отметил положительную динамику развития взаимодействия между министерствами внутренних дел России и Абхазии. Сотрудничество наших министерств является важной ключевой задачей российско-абхазского диалога. Характеризуется не только контактами на различных уровнях, но и практической нацеленностью на конкретные результаты. Продолжается взаимодействие на площадках двустороннего комитета, регулярно осуществляются выезды российской делегации в Республику Абхазия. Практические результаты указывают на то, что Абхазия последовательно развивает международное сотрудничество и интеграционные процессы с различными государствами, тем самым укрепляя свою правосубъектность. Также в рамках запланированных на 10 февраля межведомственных тактических учений антитеррористической направленности в республику прибыла делегация МВД Республики Южная Осетия во главе с министром генерал-лейтенантом милиции Ланом Гучмазовым. Традиционно у нас с осетинами всегда братские, близкие очень отношения. Буквально в прошлом году ваш первый заместитель здесь был. Мы обсудили ряд вопросов по взаимодействию. В принципе, я считаю, что очень интересно пообщались и есть возможность дальше развивать наши дружеские отношения. Есть общие интересы. Сами понимаете, что у нас приграничная территория, что у вас и у нас нашим основным противником, от которого всегда хорошего ждать, к сожалению, не приходится. И потому нам есть необходимость в некоторых направлениях как-то более кардинально выстроить работу. Благодаря нашим предкам, начиная с предков, все у нас сложилось очень по-народному хорошие отношения, даже самые близкие отношения и всех народов. И легко тогда и общаться, даже не зная свою коллегу, то есть вас, и оказывается ощущение, что мы давно знакомы, наряду с этим исторической дружбой. И очень рад видеть вас. И спасибо за приглашение, за теплый прием. С целью участия в межведомственных тактических учениях антитеррористической направленности на территории Ритинского реликтового национального парка в республику также прибыла делегация Росгвардии Российской Федерации. Благотворительный фонд «Баракят» объявил сбор средств для семьи Цвижба, у которых утром 7 января сгорел дом. Несмотря на усилия спасателей, в пожаре погибла женщина 60 лет, а жилье и имущество сгорели полностью. О том, как можно помочь погорельцам, в материале Гугусы Вардания. На этих кадрах все, что осталось от дома семьи Цвижба в селе Чулоу. О былой красоте напоминает лишь немного уцелевшая лестница с фигурными бетонными балясинами. Хозяйка дома Нона Пачулия Цвижба рассказывает, что пострадало все имущество. Но это не самое страшное. При пожаре погибла ее заловка, которая в этот момент находилась в доме. Сообщение в МЧС поступило в половине 10 утра, однако огонь стремительно распространился по домовладению. Несмотря на усилия пожарных, спасти женщину не удалось, а строение сгорело. Сейчас семья ютится в небольшой казарме во дворе. В этой же казарме прощались с погибшей родственницей, однако проживать здесь длительное время не позволяют условия. Бетонный пол, всюду протекает крыша, холодные и практически разваливающиеся стены. Благо, замерзнуть не дает небольшой камин. В первые дни помогли соседи, кто чем смог.
Одеждой, кухонной утварью, постельными принадлежностями и мебелью. Чтобы построить дом, ушло много лет. Работали всей семьей и каждый сезон откладывали на это деньги, рассказывает хозяйка. Сама она подрабатывала поваром в пицунской столовой. Многолетний труд сгорел в один миг. За помощью семья Цвижба обратилась к государству и в благотворительный фонд «Бракят». Ведь это уже не первый случай, когда совместными усилиями пострадавшим гражданам оказывается помощь. Несколько даже положительных таких примеров. Например, в поселке Бзыб семья Богателя, у них также полностью сгорел дом. Совместно с государством, вот, например, на Бзыбе район выделил сумму, потом центр выделил сумму, Сухума выделили. Также поучаствовали предприниматели, Рицинский национальный парк выделил, еще Аквафон выделил, да, и совместно, вот все вместе получился хороший результат. Сегодня люди уже живут в своем доме. Я считаю, это очень положительная динамика. Мы совместно можем реализовывать такие проекты. Сбор средств для пострадавшей семьи благотворительный фонд «Бракят» открыл 7 февраля. За 2 дня собрано более 93 тысяч рублей. Общая сумма сбора – 300 тысяч. Хотелось бы обратиться к гражданам, чтобы поддержали наш сбор, чтобы мы побыстрее его закрыли. Хочется еще обратиться к предпринимателям, также к строительным базам, к магазинам стройматериалов, оказать посильную помощь этой семье. Вот вчера со мной связался наш постоянный партнер Экрем Эшба. Он руководит цехом пластиковых окон. Он сказал, что от себя на весь дом он поставит пластиковые окна в подарок. Пусть это будет хорошим примером, призывом к другим предпринимателям обратить внимание на эту ситуацию и встать рядом с этой семьей в такой беде. Люди потеряли все, что имели, все, что было нажито за всю жизнь, остались без ничего. И я считаю, в такие моменты мы должны стоять рядом с нашими людьми. Помочь семье Цвижба можно, зайдя на сайт благотворительного фонда «Бракят» в социальных сетях, перечислив деньги на номер карты Сбербанка, указанный под постом. Также можно помочь стройматериалами для нового дома, а еще репостом на своей странице. Ведь чем больше неравнодушных людей узнают о сборе средств, тем скорее удастся помочь. Гугуца Вардания, Шазина Ханагуа, Анатолий Малания, Абхазское телевидение. На фасаде дома номер 43 по улице Фазиля Искандера в Сухуми будет установлена мемориальная плита памяти писателя. Такое решение приняли депутаты Сухумского городского собрания на очередном заседании, в повестке которого было 3 вопроса. Подробности в репортаже Рады Чачава. 6 марта исполнится 95 лет со дня рождения знаменитого абхазского писателя, автора множества популярных произведений, известных каждому – Фазиля Искандера. Мэр столицы Беслан Эшба обратился к городскому собранию с предложением увековечить память абхазского писателя, установив мемориальную доску на доме Искандера, расположенного на одноименной улице в Сухуме. Депутаты поддержали это предложение единогласно. Исторически справедливо, чтобы на таком замечательном доме, где жил важный для Абхазии, для абхазской культуры человек, была увековечена его память. Мы в Сухумском городском собрании очень внимательно следим вместе с администрацией о том, что происходит с домом Фазиля Абдуловича. С большой надеждой смотрим на то, что все-таки удастся договориться с собственниками, и в перспективе в этом доме будет музей, посвященный его жизни, его творчеству. Следующий вопрос, вынесенный на повестку заседания, внесение изменений в приложение о перечне средств бюджета города Сухум на 2024 год. Как рассказал мэр столицы, необходимо внести предлагаемые изменения, потому как возникла необходимость учреждения еще одного предприятия, которое будет заниматься полигоном твердобытовых отходов, который в скором времени уже будет введен в эксплуатацию. Депутаты поддержали внесение необходимых изменений. Программа социально-экономического содействия развитию социально-экономического развития Республики Абхазия Российской Федерации была выделена определенная сумма для строительства полигона
по сортировке и захоронению твердопылевых отходов. Значит, проект был реализован, вот, но по некоторым, скажем так, данным необходимо было еще дополнить его определенными работами, то есть очистными сооружениями, что возникли вопросы, которые, для перестраховки, может быть, там, и так далее. То есть полигон давно должен был, скажем, запуститься, может, и в 2021 и 2022 году, но ввиду разных обстоятельств, во всяком случае, на сегодняшний день практически на 90% работы там выполнены. Ориентировочный расчет у нас есть, сколько денег, да. Ну и сейчас для того, чтобы это предприятие, так как оно зарегистрировано, получить специальные коды для оформления Министерства юстиции кодов, поэтому мы обратились к вам за то, чтобы вы дали добро на присвоение некого кода. Депутаты городского собрания также заслушали доклад о проделанной за 2023 год работе Управления финансов администрации города Сухум. Представил отчет начальник управления Алхас Лагвилаба. Он отметил, что план был перевыполнен по всем видам налогов. По дотациям в бюджет города выполнение плана составило 81%. По субсидиям из республиканского бюджета выполнение 100%. Также, как отметил Алхас Лагвилаба, в течение 2023 года изменения в доходную часть бюджета вносились трижды. Собственная доходная часть была увеличена. При изначальном плане бюджета перевыполнение составило более 200 миллионов. План расходной части бюджета был выполнен на 99%. Бюджет сферы образования столицы был выполнен на 600 миллионов рублей, план сферы здравоохранения – 244 миллиона рублей. Культура исполнения составила 99%. На физкультуру и спорт было выделено 46 миллионов 152 тысячи рублей, что составило 98,3% от общей плана бюджета. На саму физическую культуру и спорт было направлено выполнение составило 98,2%, по молодежным мероприятиям выполнение составило 2 миллиона 988 тысяч 98% тоже. И на содержание самоаппарата 98,8% тоже процентов выполнения. По социальной политике, это наш расчетный центр по выплатам, да, всего финансирования было 44 миллиона, выполнение составило 98,8%. Отчет начальника управления финансов администрации столицы был принят депутатами единогласно. Дальнейшее обсуждение продолжилось без СМИ. Рада Чачава, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. На площадке Общественной палаты проходят слушания, участники которых обсуждают ситуацию с задержанием граждан Республики Абхазия на российско-абхазской границе и проект закона о некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента. Во встречах принимают участие представители интеллигенции и общественных организаций. Слушания по данному вопросу будут продолжены с участием представителей ряда политических партий, общественно-политических движений, представителей исполнительной законодательной ветви власти, сообщает пресс-служба Общественной палаты. В Доме творчества города Гудаута при поддержке районного отдела образования и Ритинского реликтового национального парка открылся экологический кабинет. Здесь будут проводиться не только занятия для школьников, но и экскурсии, массовые экологические конференции, выставки, викторины и многое другое. Алика Трапш расскажет подробнее. Создание экологического кабинета стало необходимо в работе с учащимися школ и учителей для подготовки и проведения экологических мероприятий в Гудаутском районе. Мероприятие по экологическому просвещению проводится отделом науки и экологического просвещения, которое было создано при Ритинском реликтовом национальном парке в 2011 году. За время работы отдел участвовал в экспедициях в течение 13 полевых сезонов. Имеются 23 вида флористических находок для Абхазии. Для РРНП нашли 201 вид сосудистых растений, 8 новых видов лишайников. Конечно же, направление экологического просвещения у нас возникло тоже не случайно, потому что все исследования, которые мы проводим, мы хотим довести до детей. И дальше, чтобы работу в нацпарке продолжили наши последователи, наши дети нашего района и в том числе нашей республики. Поэтому при отделе был набран штат методиста-эколога-просветителя, который начала активную работу с отделом народного образования при большой поддержке
с школами Гудаутского района Анжела Херсоновна Цушба. На протяжении этих 9 лет очень много было проведено мероприятий, праздников, конкурсов. Цель эко-клуба – воспитание у подрастающего поколения гуманного отношения к природе, чувство ответственности за все живое на земле, стремление к конкретной деятельности по ее охране, формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, привлечение детей, подростков и молодежи к исследованию родного края. Эко-клубы будут посещать как ученики, так и преподаватели. Ну, мы прекрасно все знаем, что экологическая проблема в настоящее время становится настолько серьезной, что формирование нового экологического сознания становится одной из важных задач современного общества. И в условиях вот сегодняшнего экологического кризиса, не только у нас, во всему миру, решение этих проблем нужно рассматривать в первую очередь не с технологической стратегией, ну для нас, учителей, а с гуманной стратегией. То есть что это? Это способствовать изменению самого человека, его мировоззрения, его поведения, его стиля жизни. Основное средство реализации вот этой гуманной стратегии – это, конечно же, экологическое образование и воспитание. Наверное, в первую очередь это лежит на нас, на учителях. Значительную роль в формировании экологического сознания, именно в личности, принадлежит системе неформального экологического образования. Почему я так говорю? Потому что школы очень перегружены программами, и не во всех школах преподается экология, не во всех школах есть кружки. Ну, я слышу, в районах есть экологические проекты, программы, и поэтому мне кажется, что назрела достаточно так серьезная задача в создании такого системного подхода к этому. В экологическом клубе Гудаутского района будут проходить как занятия для школьников, так и экскурсии, массовые экологические конференции, выставки, викторины и многое другое. Создание экологического кабинета стало возможным при поддержке отдела образования Гудаутского района и Рицинского реликтового национального парка. Аля Катрапшада Марджения, Абхазское телевидение. С 15 февраля в Академии наук начнутся лекции для новых аспирантов. В Академии наук Абхазии состоялась церемония вручения удостоверений новым аспирантам. Адгурам пар Рашид Цвижба, Инал Инапшба и Хамида Купалба, успешно сдав экзамены, поступили в аспирантуру научных институтов подведомственных академий, сообщает пресс-служба Академии наук Абхазии. За незаконный ввоз на территорию Абхазии психотропного вещества к уголовной ответственности привлечен житель города Тхуарчал. Далее оперативная съемка МВД. Незаконное приобретение, хранение, перевозка, а также ввоз на территорию Республики Абхазия психотропного вещества вменяется жителю города Тхуарчал Шаматава Мирабу Кобовичу 1991 года рождения. Подозреваемый был задержан после пересечения КПП ПСО в ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками УР МВД и уголовного розыска Цандрипшского отдела милиции УВД по Гагарскому району совместно с сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой Таможенного комитета Республики Абхазия. На момент задержания последний управлял автомашиной «Вольво», в результате досмотра которой в бардачке было обнаружено и изъято 75 капсул психотропного препарата. Масса изъятого вещества прегабалин, согласно проведенному исследованию, превысила 22 грамма. Уголовное дело, возбужденное в отношении гражданина Шаматава по части 1 статьи 223, части 1 статьи 224 прим. 1 Уголовного кодекса Республики, расследует орган предварительного следствия Гагарского РУВД. Последний помещен под домашний арест. А сейчас расскажем о погоде. По сообщению синоптиков, в выходные дни 10 и 11 февраля на территории Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 7-12, днем 15-20 градусов тепла. Температура морской воды плюс 10 градусов. На этом информационный выпуск Камшукшара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.